В Восточном Туркестане необоснованно задержан еще один молодой уйгур. Китайские правоохранители обвинили жителя города Хотан Абдурахмана Мамета, являющегося сотрудником туристической фирмы «Золотой мост», в установлении связей с интернациональными агентами. Причиной обвинений послужил телефонный звонок в Японию, где проживает его племянник Мухаррем Мамед Али, которому Абдурахман передал привет от своих родных, находящихся в китайских лагерях. По сообщениям радио «Свободная Азия», 10 человек из семьи Абдурахмана, занимавшиеся сельским хозяйством в Хотане, находятся в лагерях и тюрьмах китайского режима. Китай, проводящий культурный геноцид в Восточном Туркестане, взялся и за уйгурскую кухню. Негодование уйгуров вызвало то, что в последнее время в китайских источниках все чаще появляются сообщения о том, что традиционный уйгурский шашлык на самом деле принадлежит китайцам. В статье Global Times от 13 августа под заголовком «Китайский кебаб» пишется, что шашлык с древних времен является неотъемлемой частью китайской культуры и важнейшим фактором привлечения иностранцев в Китай. Не остались без внимания и слова китайского консула в Стамбуле, который заявил, что санза, являющийся традиционным праздничным угощением уйгуров, принадлежит китайцам. Массовые протесты в Гонконге, начавшиеся с рассмотрения законопроекта об экстрадиции преступников в Китай, продолжаются. В акции, организованной Фронтом гражданских прав, которая шла на площади Виктории, приняли участие тысячи демонстрантов. Несмотря на проливной дождь, начавшийся в полдень, демонстранты продолжили акцию с лозунгами «Независимый Гонконг», «Мы требуем отмены законопроекта и хотим демократии» и «Мы не будем подчиняться». Одна из групп держала в руках плакаты с надписью «Полиция вместе с бандитами наносит вред мирным жителям» в знак недовольства происшествием 21 июля, когда пострадало большое количество демонстрантов. Вместе с этим вызвало удивление выступление этнического китайца, который заявил, что устал от беспредела китайских властей по отношению к Восточному Туркестану, Гонконгу и Тайваню. Количество погибших в результате селей и оползней, вызванных проливными дождями в Индии, превысило 350 человек. По сообщениям Press Trust of India, больше всего пострадали провинции Керала, Махарашта, Мадхья-Прадеш, Раджастан, Андхра-Прадеш и Карнатака. Ситуация в заливе и Ормузском проливе накаляется с каждым днем. По сообщениям информационного агентства Reuters, командующий военно-морским флотом Ирана заявил, что отныне иранские суда в Персидском заливе будут сопровождать военные корабли. Выступивший от имени Тегерана, переживающего кризис с США, Англией и рядом западных стран и подчеркнувший, что эпоха тактики «напади и убеги» прошла, генерал Ханзади заявил, что при необходимости иранский флот готов сопровождать нефтяной танкер «Адриан».